Длинными зимними вечерами парни да девушки собирались на посиделки. Себя показать, да на других посмотреть. Как коротали зимние вечера чуваши, какие песни они пели. За окном метель гудит, а в избе тепло. Тихо тикают часики, да мурлычет кошка. Хозяйка накрывает на стол и ждет гостей. Кесер килеп престерес, кугайда бисерде худам, самовар неде шулсата сатса худам, тейне вретсе худам. Килесе булдепте даста юрланы дейлдин не бет. Килеситтен килес юрланы илдинет. Шәлні шабада шуры жалыха, шәлні шабада шуры жалыха. К посиделкам чуваши готовились заранее. Выбирали избу, договаривались с хозяйкой об оплате. Виже деньги, барат, пар. 3 рубля на 3 дня. Пре. Итте. Више, кеме юради? Можно? Можно? Тенден да мари. Настоящие. Ой, настоящие, оказывается. Заходите, девчата, заходите. На посиделке девушки приносили еду, кто что может, а на месте варили кашу. Без дела никто не сидел. Отдыхая, рукодельницы работали. Кто пряжу прял, кто приданое вышивал, а кто носки вязал. Девочки, давайте-ка песню запоем. Под песню и дело лучше спорится. Девчата, хорошо поете, но очень грустные песни у вас. Мы раньше тоже в молодости ходили на посиделки. Какие только игры не играли. Ох, как веселились, как смеялись. Давайте будем играть. Согласны? Ну, только сыхла, камалин тередеп, савнасли тередеп, лайк сидер. Хорошо прыгайте. До кого дотронусь, тот что-то будет делать. Или песни петь. С приходом молодежи дом наполнялся весельем. Вылят, сабадалла вылят пар. Азырганулла булар, камалин тередеп, савнасли тередеп. До кого дотронутся лапти, тот и будет выступать, что-нибудь делать, поработать придется. Ох, какие ловкие, а! Депре. Еще раз попробуй. Ох, особенно молодежь. Разве за ними угонишься? Я-то старая. Нет, у меня болят. И поясница болит, и ноги болят. Давайте еще раз. Щенака. Так, что будет Лиза делать? Ташладер. Танцевать. Да, танцуй. Пожалуйста. Когда парни рядом, тут уж точно не до работы. Ноги сами идут в пляс. Ведь чтобы понравиться жениху, девушка должна была не только красиво вышивать, но и танцевать. Именно на посиделках парни и девушки присматривались друг к другу, выбирали себе пару. Считалось, что если весело улах проведешь, друга милого себе найдешь. Ведь пара образовалась у нас этой осенью. Скоро свадьба. Давайте-ка песню споем в честь Викчей.
Когда одеваете костюмы национальные, да, что-то меняется внутри? Ну, конечно, чувствую себя чувашином. Хочется прям что-то сделать такое, станцевать или спеть. Сохранить обычаи и традиции предков, придать им новое звучание можно только тогда, когда их будут знать наши дети, убеждена Людмила Николаевна. Поэтому в ансамбле чувашской песни «Пелеш» под ее руководством принимают участие оба поколения. Все в ансамбле, просто у них у всех, мне кажется, как и у меня, была ностальгия. Вот живем среди разного населения, и поэтому хочется на своем родном языке тоже петь, говорить, вспоминаем традиции. Ну, то есть это вот вскормленное молоком матери, оно все равно когда-нибудь, оно выплескивается. Зинаида Александровна Семенова – педагог с 50-летним стажем. Ее жизнелюбию и энергии можно только позавидовать. Она сама пишет стихи и сочиняет песни, творит все больше на родном чувашском языке. С детства, наверное, влюбилась в песни и выступала всю жизнь. Хорошие песни переводим и поем. Русские же песни в переводе на чувашский язык. С первых дней создания коллектива его участницы следуют традициям и поясняют: старинные чувашские рушники, вышивка, костюмы – все эти предметы и детали не только украшают, но и обогащают жизнь, наполняют ее глубокими символами и памятными воспоминаниями. Живые истории, межнациональные браки, актуальные вопросы. Каждый первый четверг месяца в эфире Самарского губернского радио. Присоединяйтесь к обсуждению.